Что ж, доброе утро всем тем, кто просыпается вместе с «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24». Мы рады приветствовать вас вместе, собственно, с самой семейной, уютной, самой утренней программой на нашем телеканале. Как всегда, мы приветствуем всех наших утренних телезрителей, желаем всем хорошего настроения. Погода сегодня солнечная, радует, поэтому просыпаемся, заряжаемся энергией, позитивом вместе с нами. Ну и покоряем этот вторник. Да, этот вторник обязательно покоряем, а оставайтесь с нами, чтобы сил на покорение было еще больше и еще больше было какого-то позитивного настроения, которое, безусловно, поможет покорять, опять же. Итак, как всегда, мы начнем наш эфир с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 2 градуса. В Заречной группе 3,12 выше 0. В южных до 6 градусов тепла. В Вилюйской плюс 8, в Нижнеленских минус 7 плюс 6, в западных 3,7 со знаком плюс. В Калмыцкой группе Улусов минус 14 плюс 6, в Янских минус 15 минус 1, на северо-западе до 14 градусов мороза. Температура воздуха на 6 часов утра в Якутске была на отметке плюс 3 градуса. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 12 градусов. Ну, а первее всего сегодня хотелось бы поговорить с небольшого рассуждения. Вот, Даша, ты какие хронотипы людей знаешь, да, хронотипы? Ну и даю подсказку, если слово тебе не знакомо, связано это с утренним подъемом, активностью в течение дня и вообще, когда человек как бы привык и ему комфортно ложиться спать. Ты знаешь, ну я знаю только два хронотипа. Это жаворонки и совы. Ну, то есть вот когда мы выходим в прямой эфир, мы конкретные жаворонки. Но по жизни, наверное, я больше сова. Я тоже отношусь к сове. Ну, есть у меня теория, как вообще вышло так, что совы проиграли битву за распорядок дня, тем не менее. Оказывается, есть еще голуби, орел, даже цапля существует в этом всем многообразии. Еще в 2020 году российский хронобиолог Аркадий Путилов и его коллеги выделили 6 хронотипов. Для наглядности им дали птичьи названия, и вот какие, собственно, существуют люди. Ну, знакомые нам, естественно, жаворонок. Это птички ранние. Ранние, да, пробуждаются. Совы, это вечерние. И это причем больше даже не только про само засыпание и просыпание, это вообще в целом про активность человека в течение дня. А далее уже новинки, может быть, для многих будут. Для меня тоже новинка оказалась. Голубь, это высокоактивный тип, промежуточный режим. У него, как правило, стабильная продуктивность в течение всего дня. Далее идет орел, это дневной активный тип, которые утром менее энергичные, а вот пик продуктивности они достигают. Тогда его я днем. голубь, по-моему. Скорее всего, ты голубь, да? Голубка, да. Голубка тогда уж правильно будет, да. Но как бы орлы к вечеру устают, мы вернемся к орлам. Остались еще два, один из них это цапля, это дневной сонный тип, тут уже интересная история такая. Они утром активные, вечером как бы тоже активны, а в середине дня чувствуют сонливость. Слушай, я по выходным цапля, получается. По выходным ты цапля, то есть ты такая... смесь птиц. Универсальная А птица. еще утка есть. А утка-то что это такое? Утка – это умеренно активный тип. Уровень продуктивности у них меняется мало, но в целом они менее энергичны вообще. В принципе, чем те же голуби, например. Они сохраняют ровный темп без каких-то ярких всплесков. То есть менее активны, но стабильно активны в течение дня. Тоже разные виды. Я пытался найти себя в этом всем, но как-то я вот никуда себя подстроить прямо. Значит, ты утка. Ни туда, ни сюда. Нет, я замечаю, что вечером у меня бывает продуктивность хорошая. Вот тогда утром продуктивности цапля. У меня нету от слова совсем. Как будто бы. Ну, прямо желание. Я могу что-то делать, и делать это хорошо, но вот прям с желанием, с каким-то вот таким с чувством потока утром никогда ничего не делаю. Ну, я думаю, отличный повод будет обсудить со своими близкими сейчас за завтраком, кто же вы все-таки, цапля, голубь, сова, орел, жаворонок. И, в общем, посмотрите, пообсуждайте. Может быть, откроете что-то для себя новое. Да. Ну, а мы продолжаем. Ну, продолжаем, наверное, не мы, а продолжают сейчас наши коллеги из информационной службы. Они расскажут о последних новостях.
Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Энергосистема России подготовлена к жарким температурам в летний сезон и высоким нагрузкам. Надежность энергоснабжения юга страны находится на особом контроле Минэнерго, заявил на полях Кавказского инвестфорума замминистра энергетики России Петр Конюшенко. Как сообщал глава системного оператора ранее Федор Апачи, объединенная энергосистема юга страны успешно прошла летние пики нагрузки в минувшем году. В мае вступят в силу изменения в законодательстве, сохраняющие право на единое пособие для многодетных семей, чей доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. Отделение Соцфонда России по республике автоматически оформит выплату всем родителям троих и более детей, которые в 2026 году обращались за ее продлением, но получили отказ из-за небольшого дохода сверхлимита. Семьям не придется повторно обращаться за пособием, о вынесенном решении уведомят через портал госуслуг. Выплата будет установлена в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка в Якутии. Данные изменения коснутся многодетных семей республики, среднедушевой доход которых не превышает 36 806 рублей по первой зоне и 30 829 рублей по второй зоне. Если в этом году семья подавала заявление уже несколько раз, то отделение вернется к самому первому заявлению. Важное условие – заявление на единое пособие должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение 3 месяцев после окончания выплаты. Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в помещении. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты страны Владислав Гриб. По его словам, такой подход может стать частью образовательного процесса, будет стимулировать интерес детей к занятиям. По его мнению, такие уроки можно было бы для разнообразия и обогащения учебной среды чередовать с занятиями в учебных классах. Как отметил Гриб, практика таких уроков часто используется в зарубежных школах. Между тем, продолжается капитальный ремонт общежития педагогического колледжа имени Степана Гоголева. Пятиэтажное здание площадью порядка 4000 квадратных метров рассчитано на 350 мест. Работы стартовали 20 апреля, охватывают широкий спектр обновлений. В общежитии выполняют общестроительные работы, модернизируют отопление, вентиляцию, водоснабжение и канализацию. Также предусмотрена замена электроники. На реализацию проекта выделено порядка 70 миллионов рублей. По плану ремонт завершится к 10 августа, и уже с сентября студенты смогут заселиться в полностью обновленное здание. На каждом этаже по 33 жилых комнаты, 31, 33, по 3, по 4 человека в комнате живут. Ну, студентам нравится. Стены мы, честно говоря, каждый год обновляем. Ну, какая стоит. Но в этом году мы хотели бы с помощью дизайнера обновить покраску всю. Во всех комнатах, холлах, коридорах. Ну, хотелось бы, нам помогает дизайнер. 2 мая в День радио на главной телебашне Якутска будет включена праздничная иллюминация, которая будет работать с 9 вечера до 0. Телебашня окрасится цветами государственного флага России. Триколор, плавно переливающийся в темноте майского неба, станет символом единства, гордости за страну и дани уважения специалистам, ежедневно обеспечивающим миллионы граждан Российской Федерации бесперебойной связью, радио и телесигналом. Дня 5 мая отмечают Международный день принцесс. Это неофициальный праздник, который стал символом сказочных чудес, мечты и красоты. В этот день обычно устраивают тематические вечеринки, наряжаются в красивые платья, дарят подарки и поздравления. Идея праздника – напомнить каждой женщине и девочке, что она особенна и достойна любви, заботы и внимания. Некоторые связывают возникновение праздника с мультфильмом «Принцесса-лебедь» 1994 года, который является музыкальной адаптацией балета «Лебединое озеро». А чем еще этот день знаменателен и отмечен в календаре, давайте узнаем. На календаре 5 мая. Сегодня отмечают Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки. По народному календарю День Луки. Период хороводов и игр, который приходился на май, не только девушки веселились, но и нечистая сила. В народе считалось, что к этому дню нечистые были беременны. Этот день в истории. 1912. Открылись 5-е летние Олимпийские игры в Стокгольме.
1912 – День советской печати, вышел первый номер газеты «Правда». 1921 – день рождения духов «Шанель номер 5». В Париже состоялась их презентация. 1945 – в этот день началась Пражская наступательная операция советских войск. 1989 – состоялось первое выступление женского Вивальди-оркестра. В этот день родились Карл Маркс, немецкий философ, экономист, социолог; Генрик Сенкевич, польский писатель, нобелевский лауреат; Борис Розинг, советский инженер, физик, автор первых опытов по телевидению; Сергей Охромеев, советский военный деятель, маршал и герой Советского Союза; Юрий Назаров, советский российский актер театра и кино, народный артист России; Александр Рагулин, советский хоккеист, олимпийский чемпион, тренер и общественный деятель; Любовь Егорова, советская российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка, герой России. Именины сегодня отмечают Виталий, Всеволод, Гаврил, Дмитрий, Климент, Платон и Федор. Я вот тут недавно задумалась, а почему бы не совмещать приятное с полезным? Ну вот, допустим, есть у нас рубрика «Дата и события». И вот почему бы не начать, допустим, конечно, утро с физической активности, но еще и со знаковыми датами. Ну, допустим, представим, приседаешь ты, да, делаешь приседания 10 раз всей семьей, и при этом обсуждаешь, какой сегодня праздник, какое событие, дата. День принцесс. День Например, принцесс, опять же. Еще 10 приседаний, и поехали. И вот то есть так. вспоминаешь праздник и делаешь приседания. Почему бы нет? Или, допустим, там, сегодня там, дата, в этот год появилась, там, я не знаю, какая-нибудь пишущая машинка. Все, хороший повод, присели. Тем самым и даты запомнятся, и проснешься. Тогда можно в обратную сторону делать наоборот. Вот все встают, допустим, в круг, первый называет какой-то праздник, ничего не делают. Второй, ну и так. И вот кто не смог там вовремя назвать какой-то праздник, тот там приседает. То есть вот тут получается и стимул как раз к изучению дат еще произойдет. Да, ну про даты и события этого дня мы уже узнали, а вот упражнения, комплекс мы еще не посмотрели. Поэтому, если вдруг вам понравилась наша идея, берем всех близких, подходим к экрану своего запоминаем телевизора, упражнения, да? И потом уже адаптируем вот с тем, что мы вам предложили. Всем доброе утро! Сегодня для нашей зарядки нам понадобится стул. Итак, поехали! Первое упражнение у нас будет подъем ног, касаясь стула. Мы поднимаем по очереди ножки и касаемся носком. Это упражнение мы выполняем по 15-20 раз на каждую ногу. Дышим спокойно, делаем все медленно. Это упражнение помогает нам укрепить наши колени, помогает укрепить наши тазобедренные суставы. На самом деле это упражнение легкое, но оно очень эффективное. Раз. Следующее упражнение мы немножечко усложним. Будем делать почти то же самое, только уже будем опираться на стул и поднимать ручки вверх. Показываю. Раз. Два. 3, 4. Делаем все медленно. Немножечко верхние точки мы прожимаем. Ручки стараемся тянуть к ушам. Раскрываем грудной отдел. И обязательно делаем выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Также это упражнение выполняем 15-20 повторений. Следующее упражнение очень хорошо прокачивает мышцы рук, особенно трицепс, который, к сожалению, у нас меньше всего работает. Итак, показываю. Мы садимся на стул, таз немножечко выводим вперед, ручки у нас держатся за скамью или за стул, и будем опускать таз вниз. Тут смотрите по своей подготовке. Если вы сильнее, значит, вы можете опуститься ниже. Если вы еще недостаточно подготовлены, значит, можете делать маленькую амплитуду, да, чтобы вам было легче. Также выполняем это упражнение 15-20 повторений. Это очень хорошо проработают мышцы плеч и, конечно же, подтянет ваш трицепс.
Вниз идем, вдох, вверх идем, выдох. Вниз, вдох, вверх, выдох. Если вдруг вам покажется, что вам нагрузки мало, вы можете это упражнение усилить, усложнить, скажем так. Выводим ноги вперед и уже опускаемся только на руках. Уже не опираемся на ноги, опираемся только на руки. Также делаем вдох, выдох. Наверху мы делаем выдох. Следующее упражнение у нас будет планка от стула. Итак, поехали. Ставим руки под плечами. Спинка у нас ровная, таз не проваливается. Немножечко подкрутили таз под себя. И мы будем подтягивать по очереди к себе коленки. Это упражнение вы можете выполнять 30 секунд. Обязательно дышим. Следующее упражнение у нас будет приседание на стул. Оно очень простое и подходит тем, у кого может быть проблемы с коленями. Итак, мы просто приседаем на стул. Приседаем и встаем. Делаем вдох, выдох, вдох, выдох. На этом мы завершаем нашу утреннюю зарядку. И все эти упражнения вы можете выполнять не только от стула, а прямо от кровати или от дивана. Всем пока, увидимся в следующий раз. Что ж, ну а мы немножко продолжим тему вот именно физической подготовки, физической формы своей, поддержания ее, потому что май в Якутии традиционно открывает сезон массового спорта. Вместе с первыми теплыми днями по всей республике стартуют бесплатные утренние зарядки на свежем воздухе, а в конце месяца состоится фестиваль ГТО. О том, где, когда и как именно жители смогут проверить свои силы, нам расскажет первый заместитель министра спорта Якутии Гаврил Махначевский. Гаврил Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Ну, 7 мая мы знаем, что дают официальный старт сезона утренних зарядок. Да? Кто проведет их, где, ну и куда могут прийти наши телезрители? Еще раз добрый день, доброе утро. Это утренняя зарядка у нас начинается, проводится традиционно. То есть мы, если напомнить историю, то 2005 года вот эта традиция началась именно с тех времен. Сейчас уже вот более 20 лет. Это проводится утренняя зарядка. Традиционно также будет проводиться на стадионе Туймада имени Николая Николаевича Татарского 7 мая, 7 утра. Также, традиционно мы также всегда приглашаем наших именитых спортсменов, где, нынче мы пригласили заслуженного мастера спорта по боксу в России Василия Михайловича Егорова. И Кристина Устинова будет. Она является мастером спорта международного класса по стрельбе с классического лука, участница Олимпиады 2012 года. И вот как раз таки они проведут первую зарядку. Проведут первую зарядку, конечно, зарядят наших людей, которые придут на эти утреннюю зарядку. Такие звездные наставники, да? Да. А в целом, дальше же они будут каждый день проходить, эти зарядки, на каких площадках, чтобы тоже люди ориентировались? Да, мы вот когда начали проводить, эта зарядка у нас начинается в 7 утра, иногда бывает в 6 утра. В тех локациях по городу Якутску, например, вот площадь Ленина, республики, да, также Орджоникидзе, площадь Победы, также проводили где возле Агату тоже есть площадка матери. Вот тех площадках, где реально можно подойти и позаниматься утренней зарядкой. Здесь, конечно, бывают наши самые энтузиасты, это наши самые опытные инструктора по спорту, которые действительно показывают и дают такие упражнения именно на утренней зарядке для всех возрастных категорий, можно так сказать. Мы знаем, что в конце этого месяца пройдет крупный фестиваль, да, уже традиционно тоже «Мир, Май, ГТО», да. В какие точно даты он будет происходить, да, и на каких площадках?
Да, ну ГТО тоже особый случай. Мы вот также всегда традиционно проводим 3 раза. Ну, с прошлого года уже начали проводить 3 раза фестиваль. Это вот у нас проводится, например, самым масштабно проводится вот как раз в мае, проводится осенью и зимой проводится. Ну, в феврале, январе, феврале. Ну, майский фестиваль «Мир, май, ГТО», да, как традиционно, как говорим. И здесь у нас будет проводиться с 29 по 31 мая в 2 местах. Это стадион также Туймада, парк культуры отдыха города Якутска и плавательном бассейне Чолбон. Ну, первые 2 дня, это 29-30 числа мая, будет проводиться на стадионе Туймада. Здесь все направлено на, ну, то есть бег на короткой дистанции, поднимание, опускание туловища, подтягивание, ну и так далее. Вот такие упражнения будут, тесты будут проводиться. А 30-го, то есть 31-го будет это бег по пересеченной местности в парке. Также ходьба скандинавская будет и плавательный бассейн, соответственно, плавание будет. Но в прошлом году мы знаем, что на фестиваль собрал там около 8 тысяч человек, да? То есть сейчас участники уже могут подавать заявки, да? Да, конечно, сейчас уже могут подавать заявку на сайте gto.ru. Далее, ну, мы ожидаем более 10 тысяч человек, потому что в прошлом году вот 8 тысяч участвовало. Мы, конечно, будем наращивать вот эту цифру, чтобы больше наше население участвовало на этом фестивале. Ну вот что делать человеку, наверное, который хочет впервые прийти на этот фестиваль, сдавать нормы, сдавать тесты, да, какие-то справки, может быть, и опять же про регистрацию мы сказали, Да, регистрация нужна. действительно, вы правильно задали вопрос. Кто первым проходит, ну, в целом, кто будет сдавать ГТО, есть ну, определенные требования, скажем так. То есть должна быть справочка от терапевта, что он может нести физнагрузкой. Вот и всё. То есть все этого достаточно. Да, регистрируемся, справка и вперед. А если говорить все-таки о людях старшего возраста, да, и о маломобильных, у них будет возможность какая-то принять участие в этом фестивале? Ну, пожилого возраста будут участвовать. То есть у нас определенный диапазон участия, это 4 лет до 70 плюс. Поделенные на... Да, определенно на своей ступени. И ну, маломобильный у нас будет проводилось уже вот в феврале месяце. Поэтому нынче будет ну, без участия маломобильных. Ну что ж, спасибо за эту беседу, спасибо за информацию, которая будет полезна тем, кто хочет себя попробовать и проверить. Приглашаем вас. Спасибо. Вот. Мы надеемся, что фестиваль пройдет на ура, ну а утренние зарядки дадут возможность всем нашим жителям и гостям столицы все-таки приобщиться к этому духу здорового образа жизни, ну и, конечно, просыпаться раньше и чувствовать себя бодрее целый день. Да, вот наш девиз всегда не меняется. Это «Начни утро с победы, победа над собой». Вот так, Очень спасибо. хороший девиз. Надо взять на заметку. Ну, а занятия по программе ГТО, они укрепляют, безусловно, организм, развивают выносливость, учат ставить цели. Но как сохранить эту энергию в течение рабочего дня, когда встречи, отчеты и задачи отнимают все силы? Усталость накапливается, концентрация падает, а до конца рабочего дня еще далеко. Мы подготовили подборку полезных советов, которые помогут бороться с дневной сонливостью и поддерживать высокий уровень энергии. Иногда конец рабочего дня тянется бесконечно долго. Нас клонит сон, и взяться за что-то действительно важное не получается. Как побороть сонливость и взбодриться на работе? Рассказываем про несколько простых способов. Проветривайте помещение в течение дня. При дыхании человек выдыхает углекислый газ и вдыхает кислород. И если в комнате сидит 100 человек, то количество кислорода быстро уменьшается. Нарушение монотонности. Если вы не работаете на конвейере, старайтесь планировать дела так, чтобы они были разнообразными. Сделали блок однотипных дел, поменяли вид деятельности. Например, можно чередовать телефонные звонки и работу на компьютере. Это дает некоторую иллюзию того, что деятельность меняется. Если вы целый день сидите перед монитором компьютера, то возникает синдром сухого глаза, когда поверхность глаза буквально высыхает. Справиться с этим легко. Каждые полчаса делайте глазодвигательную гимнастику, моргайте несколько раз и смотрите куда-нибудь вдаль, а также делайте упражнения для глаз. Это помогает сохранить зрение. Отрегулируйте освещение. В большом помещении всегда можно сделать что-то локальное на собственном рабочем месте. Так вы можете поставить у себя настольную лампу.
Забота о своем здоровье. Не обольщайтесь рекламными обещаниями различных производителей стимуляторов. У них обязательно есть какие-то побочные эффекты, о которых вы, скорее всего, не знаете. Лучше выбрать что-то натуральное, например, чай, а не сомнительный энергетический напиток из жестяной банки. Физические упражнения. Если во время работы вам сложно удерживать сознание ясным, постарайтесь прерваться на перерыв. Найдите место, где вы сможете сделать небольшую физическую разминку. Помогут любые движения, которые вам комфортны и которые не вызовут повышенного интереса со стороны окружающих. Например, можете слегка помахать руками. Очень полезное упражнение для кисти и рук. Сделайте несколько вращательных движений, как будто закручиваете лампочку. Помашите пальцами. Можно резко выбрасывать пальцы в разные стороны и собирать обратно. Разомните то, что можете размять. Руки, мочки ушей, пальцы, кисти, шею, затылок. Отрегулируйте распорядок дня. Можно успеть очень многое, но не в один день. Включите в свое недельное расписание задачи. Уберите из расписания то, без чего вы явно можете обойтись. Тем самым вы успеете все сделать, не затягивая ежедневный отход ко сну. Сонливость на работе – это всего лишь симптом того, что что-то в вашей жизни нуждается в более тонкой и детальной настройке. Не пытайтесь с помощью какого-то чудодейственного совета или препарата решить эту проблему раз и навсегда. Сначала выясните причину сонливости, попробуйте от нее избавиться, а уже потом, если не помогло, перебирайте разные способы до тех пор, пока не получите нужный вам результат. Забавно смотреть на эти картинки, где многие спят на рабочем столе. Конечно, такого сейчас, наверное, не встретишь, да, но все же Может действительно. быть, можно и встретить, мы не знаем. В течение дня порой хочется очень прилечь на стол. Вот как кто знает, вдруг у нас эфир заканчивается, и вот тут вот мы вот так на столе сразу засыпаем, поэтому... Ну а в целом, вот уж кто точно устает и физически, и морально в это время, так это выпускники. Сейчас у них самая тяжелая пора, подготовка к экзаменам, волнение перед будущим, бесконечные конспекты и задачи. Каждый день как марафон на выносливость. Да, и очень важно, чтобы рядом были те, кто поддержит, поймет и поможет. Давайте узнаем, как снизить стресс, восстановить силы и сохранить боевой дух. Советы для ребят и их близких в нашей постоянной рубрике «Дела семейные». Доброе утро, Якутия! Наступила весна и близится время экзаменов. И сегодня в рубрике «Дела семейные» мы с вами поговорим о том, как подготовить детей к этому стрессовому периоду. Первым делом обращаем внимание на режим и питание вашего ребенка. То есть ребенок должен спать не менее 8 часов, не зависать допоздна в интернете, не вставать рано для того, чтобы что-то доучить. Да? Обязательно контролируем, чтобы ребенок 8 часов спал. Следующий момент – это питание. Питание в этот момент должно быть сбалансированным и содержать больше жиров, желательно омега-3. То есть это рыба, орехи, можно добавлять витамины всевозможные, потому что весна, весенний витаминоз идет, и поддерживаем организм ребенка всеми возможными способами. Также здесь очень важно правило 50/10. То есть ребенок должен заниматься не все время, а 50 минут занимается, 10 минут отдыха. Мы, как родители, можем помочь ребенку организовать этот отдых, потому что дети стараются быстрее все закончить и уже от этого отойти. Да? То есть прямо выдергиваем, меняем сферу деятельности, меняем мышление, стараемся поговорить на какие-то другие темы, да, чтобы ребенок отвлекся немножко и перезагрузился. Второй момент – это эмоциональная поддержка от родителей. Ребенок должен понимать, что ваша любовь не зависит от того, какие баллы он получит. Поэтому снижаем градус важности экзамена и продолжаем говорить о том, что мы принимаем ребенка любым таким, какой он есть, вне зависимости от того, как он сдаст эти экзамены. Также родителям не рекомендуется использовать запугивающие фразы, например, там, «не сдашь, пойдешь работать дворником» и так далее. Да? То есть таким образом страх, он наоборот больше парализует ребенка, и он думает только о том, как нужно сдать, лишь бы не пойти в дворники. Одним из важных моментов является то, чтобы вы сели с ребенком и обсудили, а что может быть самым наихудшим вариантом. Ну, например, не сдал ребенок. Здесь должен быть план «Б». Да, есть вариант того, что ребенок не сдаст, но есть возможность пересдачи. Есть пересдача повторная, есть пересдача осенняя, то есть и что в эти моменты вы будете поддерживать своего ребенка.
Третий момент – это организационная помощь вашим детям. То есть что мы можем сделать как родители? Это создать безопасное рабочее пространство для ваших детей. То пространство, которое не будет нарушаться каким-то назойливым шумом, например, или младшими братьями и сестрами, которые хотят зайти поконтактировать. Поэтому создаем прямо безопасное пространство, там, где ребенок будет в спокойствии сидеть. Можно зайти, конечно, там, с чашечкой чая, окружить заботой и вниманием вашего ребенка. Совет для родителей. В это время вам лучше занять позицию наблюдателя. То есть, чтобы вы со стороны просто помогали своему ребенку. Особенно необходимо следить за таймингом, потому что очень часто в это время дети либо погружаются в учебу, то есть они без конца учатся, боятся, что они что-то упустят или чего-то не доучат, например. Или наоборот, устают и стараются от всего этого отстраниться. То есть все, уже лежат, смотрят телефон, читают книжки, да, занимаются всем, но не учебой. И поэтому мы, как родители, можем все-таки так вот ненавязчиво следить за этим. А для выпускников есть такой совет. Метод поедания слона по частям. То есть если есть какая-то большая тема, которая кажется, она такой необъятной, например, да, то есть делить на части. Одну большую задачу делить на маленькие подзадачи, и постепенно, выполняя их, уже будет расти чувство уверенности в том, что вы разбираетесь в этой теме. Готовьтесь к экзаменам, но не забывайте о себе и о том, что жизнь прекрасна, наслаждайтесь этими моментами. Ну, а выпускник в период экзаменов – это почти супергерой с режимом автопилот. Уроки, конспекты, тесты, снова уроки. Я бы даже процитировал одного классика «Киборг, помноженный на вечность», но тем не менее, прямо как вот робот, да, с нагруженной программой, выпускники делают что-то, и вот они готовятся, у них этот марафон невероятный, даже страшно за них становится. Но даже супергероям нужна поддержка. А если помощь придет, допустим, вдруг от настоящего робота? Ну, китайские инженеры приготовили кое-что интересное. Они создали робота, не игрушку, а полноценного помощника, который заменяет няню, курьера и домработницу. Сразу всех троих. Да, вот действительно, китайские инженеры, они показали такого гуманоида. Он складывает одежду, даже носки не теряет, работает с инструментами, развозит заказы по дому. И самое интересное, может помогать с детьми. Говорят, старт составит около 20 тысяч долларов. В перерасчете на наши деньги это примерно 1,5 миллиона рублей будет стоить этот гаджет. Конечно, не копейки, но для робота такого уровня это даже дешево. Если слухи подтвердятся, это будет один из самых доступных помощников на рынке. Вопрос вот к утренним телезрителям нашим. Купили бы вы себе такого мастера на все руки? Или все же по старинке делать все самостоятельно, вручную? Вот глянь, смотри, пошел, получил, принес, поставил, собрал. Ну, меня смущает, что очень сильно уж очертания человеческие, очень сильно. То есть ты бы приветствовал, если бы он был какой-нибудь квадратный, треугольный? В современном мире я уже на все смотрю с точки зрения, что это либо через нейросеть сделано, либо это в костюме спрятан человек. И просто, почему бы промо не сделать? То есть, возможно, они разрабатывают и просто как бы показали концепт, что вот он такой будет. И конкретно в ролике выступает актер. Но ничего не исключает, что они могут такого робота сделать. Робототехника, она скакнула далеко вперед. Ну, еще бы только облик появился, а то вот как-то с утра выскочишь, да, там с просонья, а тут стоит безликое вот это существо и раскладывает носочки. Тоже на самом деле вопрос очень такой сложный и этический, потому что мы через вот полное очеловечивание роботов мы придем к вопросу, зачем нам люди? Роботизированная жизнь, она тоже жизнь или нет? А это уже очень вопросы сложные на самом деле. Конечно, жизнь человека с роботами действительно имеет множество нюансов, от технических настроек до этических вопросов. Да. Вот, кстати, о слове «нюанс». Вот знали, что его часто произносят неправильно? Говорят «нюанс». Хотя верный вариант – нюанс. Сегодня разберемся, почему так происходит, откуда пришло это слово и как запомнить его правильное произношение. Доброе утро, дорогие телезрители! Ох уж эти иностранные слова, в которые мы так и норовим вставить лишние буквы. Например, слово «нюанс». Это слово пишется без буквы «мягкий знак»,
потому что оно образовано не от английского слова «new», которое мы обычно передаем в русской транслитерации при помощи буквы мягкий знак «new», а от французского, которое звучит примерно так – «nuance», что означает «оттенок». И пишем мы, соответственно, без буквы мягкий знак. Или другое слово – это слово «grapefruit», в котором ошибочно добавляют букву «к». Название этого фрукта происходит от двух английских слов. Это слово «grape», что означает «виноград», и «fruit», что означает «фрукт». Потому что плоды этого дерева растут гроздями, подобно винограду. Ошибочный вариант «грейпфрут» с лишней буквой «к» противоречит как правилам русского литературного языка, так и этимологии слова. Нужно отметить, что слово «грейпфрут» может произноситься как с полногласной безударной гласной, то есть говорить «грейпфрут», а можно произносить «грейпфрут» со звуком «и», безударным звуком «и». Давайте говорить правильно. Всего доброго! Еще можно придумать симбиоты. Не симбиоты, это гибрид. Грейпфрукт. Ну, вот ты ж видишь, иногда полезная рубрика, потому что нас заставляет задуматься, что еще можно придумать в русском языке. Да? Но, конечно, чтобы говорить правильно, как всегда говорили нам наши предки, нужно в первую очередь много читать. Это помогает расширять и словарный запас, и чувствовать язык, и лучше выражать свои мысли. А еще чтение открывает двери в удивительные миры. «Гарри Поттер» – отличный пример книги, которая увлекает. В чем секрет? Магия слов, дружба, борьба добра и зла и невероятные приключения. Разберем самые интересные моменты и узнаем, почему эту историю читают миллионы детей и даже взрослые. Доброе утро! Моя любимая книга, или точнее серия книг, это книги о мальчике, который выжил, Гарри Поттере. Что так привлекает меня в этой серии? Как писательницу, наверное, невероятный мир, созданный Джоан Роулинг. Ведь Джоан Роулинг не была просто домохозяйкой, как они не любят писать. Джоан Роулинг, она филолог, историк, очень много изучала древних греческих мифов, и об этом можно найти отсылки в романах о Гарри Поттере. Очень много интересных отсылок к английской классике. Иногда Снейпа сравнивают с Хитклифом. И вот, будучи уже взрослым читателем, мне интересно находить подобные отсылки, понимать, о чем говорит писательница. Сейчас даже вышла книга Галины Юзефович «Ключи от Хогвартса» для всех взрослых поттероманов, в которой описано все то, что скрыто при первом прочтении. Но когда я стала задумываться о том, что кроме этого привлекает меня и так надолго привязало меня к миру Гарри Поттера, это, конечно, уютная атмосфера, теплая дружба, настоящая любовь, все, что можно найти в книгах о мальчике, который выжил. Взрослому человеку тоже нужна сказка. И чтобы эта сказка была такая, в которую хочется верить. Что еще мне нравится в книгах о Гарри Поттере, это о том, что зло можно победить юмором. Очень часто сложные, тяжелые моменты помогают нам пережить юмор. В конце июня все любители книг соберутся на втором книжном фестивале «Книжный ветер». И я там, конечно, тоже буду. В качестве писателя расскажу вам о своей книге, которая выходит в издательстве БХВ Санкт-Петербург. «Невероятная история Кандекан». Увидимся на «Книжном ветре». Шарф. Я прямо аутентично хочу такой шарф. Очень сильно. Не, на самом деле, конечно, можно ли считать культ... Ну, не можно, является культовой история про мальчика-волшебника. И не зря, и неспроста. Вообще, как бы, вот ты ее не читала. Да, но интересно, что вот эта культовая история захватила всю планету, и причем от мала до велика, а вот нашли в этом произведении что-то свое.
Ну, много есть рассуждений, много версий, почему так случилось. Мы сейчас озвучивать их не будем, просто я их сильно не запоминал. Мне самому понравилось в свое время читать, и одна из немногих книг и серия, которая была полностью прочитана от и до. Ну и, конечно же, очень классные экранизации. Да, где-то они с книгами расходились, тем не менее, ну, как бы очень качественно было все сделано, и подбор актеров относительно хороший, хотя где-то что-то тоже расходилось, да, и с возрастами персонажей впоследствии там каких-то решений, но все было сделано правильно, все было сделано классно, захватывающе, а сейчас нас ждет уже перезапуск в формате сериала. Отлично, ждем. Ну а мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела, ведь они тоже знают очень много интересного и полезного. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях республики, страны и мира. Минздрав России ведет работу по снижению нагрузки на врачей при помощи цифровизации административных процедур и внедрения ИИ-помощников. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Кроме того, активно развивается электронный документооборот. Для этого приняты все необходимые законодательные и иные нормативные акты. Информационные системы в здравоохранении, по словам помощника министра, продолжают совершенствоваться, расширяются их функциональные возможности, в том числе для предзаполнения сведениями электронных меддокументов и электронных медкарт, а также автоматизации заполнения форм статистической отчетности. Дорожники Якутска отремонтируют 7 километров полотна в этом году. Обновление ждет 8 участков от Сергеляхского шоссе до улицы Ефимова в 203 микрорайоне. Работу продолжат и на объектах, начатых в минувшем году. Среди таких улица Аюнского. Специалисты успели уже заасфальтировать больше километра дороги от Дежнева до Каландарашвили. Сейчас на Аюнского приступили к крытью грунта для прокладки труб. Полностью готовые магистрали горожане увидят уже следующей осенью. В этом году планируем провести работу от улицы Петровского до улицы Октябрьская. Получается, там входит замена грунта полностью, основание и вынос всех инженерных коммуникаций. Кроме того, на участке от Петровского до улицы Октябрьская силами АО «Водоканал» и Сахатранснефтегаз выполняются свои работы. С правой стороны по пешеходному переходу, тротуару. Заместитель руководителя Департамента кадровой политики и муниципальной службы администрации главы и правительства Якутии, член Общественного совета кадровой программы «Якутия. Земля героев» Альберт Черкашин рассказал о промежуточных результатах реализации проекта. По словам представителя совета, ключевые подходы, заложенные на старте программы, полностью оправдали себя, а ее участники высоко оценили качество процесса. Как отметил Черкашин, Общественный совет выступает главным координирующим органом, обеспечивающим реализацию всех этапов кадровой инициативы. Поздравить тех, кто защищал нашу Родину во времена Великой Отечественной. В Якутске дали старт акции «Поем двором». Воспитанники детского сада номер 10 «Тулукчан», учащиеся 26-й школы, Совет ветеранов Центрального округа и ансамбль «Туймада» поздравили с наступающим 9 мая ветерана войны Кирилла Павлова. В этот день для защитника отчизны прозвучали его любимые песни в репертуаре, известные военные песни «Журавли», «Катюша», «День Победы» и другие. Воспитанники детсада исполнили композицию «Танк Алеша» на якутском языке. Сама же акция «Поем двором» продолжается. Ветераны – живые легенды на сегодняшний день. Они являются теми маяками и ориентирами для молодежи, на которых, конечно, надо равняться. Мы же каждый год с ними общаемся. Иногда ветераны сами хотят какую-то песню, мы их исполняем и стараемся самое лучшее показать нашим ветеранам. И родственники тоже свои пожелания обычно говорят. Но главное – внимание для людей преклонного возраста. Это самое важное, мне кажется. И, конечно же, чтобы ребята посмотрели своими глазами на человека, который их защитил.
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит в Якутии с 24 апреля по 9 мая. Волонтеры Победы раздают жителям республики черно-оранжевые ленты, символ памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной. В Якутске организованы 4 основные точки выдачи. На площадях республики Победы, Орджоникидзе и Дружбы. В столице задействовано около сотни волонтеров. По всей же республике порядка 1000. Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики, ветеран специальной военной операции Петр Шамаев сообщил, что в регионе планируется раздать более 100 тысяч ленточек. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. А мы продолжаем наш эфир. И следующая тема, она касается почти каждой семьи. Дети вырастают, начинают жить своим умом, а у родителей в этот момент часто появляется тревога и желание по-прежнему все контролировать. Или наоборот, взрослый человек давно живет отдельно, но все еще мысленно оглядывается на маму с папой и не может принять ни одного важного решения без их одобрения. Это и есть сепарация, простыми словами, умение быть самостоятельным и при этом сохранять близкие отношения со своими близкими. Как найти этот баланс и не наломать дров? Обсудим с психологом, с Аленой Шкулепой. Алена, доброе утро. Доброе утро. Ну, сепарация. Возможно, кто-то и не знает такого термина. Вот простыми словами, что это такое, да, и почему они так часто и много говорят? Ну, это модная тема, поэтому часто об этом и говорят. Сепарация – это на самом деле эмоциональное отделение больше. И физическое, и эмоциональное. И почему про это много говорят? Потому что, с одной стороны, мы культурно не очень к этому склонны. Да, все-таки мы люди, которые живут семьями из поколения в поколение, желательно где-то рядом друг с другом и так далее. И поэтому про сепарацию говорят иногда в отрицательном контексте. А в положительном контексте это когда действительно ты взрослеешь. Поэтому что такое сепарация, простыми словами, это взросление. Ага. А как вот можно понять, что человек сепарировался тогда? Вот как понять, что он повзрослел? Ну, начнем с того, что, во-первых, это финансовое, физическое отделение, когда человек, да, вот у нас, когда первый процесс сепарации, по большому счету, наступает вообще-то в подростковом возрасте, когда человек борется за свою территорию и за свое мнение. А следующий этап, наверное, завершающий, самый важный, это эмоциональное отделение, когда я со своим родителем общаюсь уже как взрослый человек со взрослым человеком. Да? Когда, например, нет очень ярких таких эмоций. Вот когда есть, вот приходят, например, люди, там, я не знаю, лет в 35, 40, 50, и очень много рассказывают про обиды, про своих родителей. Ну, скорее всего, сепарация не произошла, потому что до сих пор остались вот эти невыясненные моменты. А при этом же сепарация, она не с одной стороны, а с обоих сторон должна работать. Конечно, она в любом случае может работать с обоих сторон, не очень должна, потому что этот процесс системный. На самом деле, если, знаете, есть же такая фраза, что если один человек проходит психотерапию, то психотерапию проходит вся семья. Потому что изменение одного человека влияет на изменение всех остальных. Ну тогда посмотрим на эту ситуацию с точки зрения родителей. Да? Вот почему родители зачастую не отпускают свое дитя, даже если ему уже и 30, и 40 лет, и он сидит рядом, и не надо уходить, живи с нами. Вот почему происходит? Потому что любят. Начнем с этого. Очень сильно любят, потому что для многих дети это смысл жизни. И на самом деле это так и есть. И нахождение рядом – это же и попытка обезопасить своего ребенка, и попытка продлить свою собственную жизнь. Поэтому в этом нет ничего абсолютно удивительного, даже противоестественного-то в этом ничего нет. Но при этом, как бы, с точки зрения вот обсуждения именно сепарации, как бы, немножко неправильный подход. Ну, то есть почему бы не сказать, допустим, условно, ну вот тебе 40 лет, мы тебя любим, по-прежнему любим, но не пора бы тебе ли жить на соседней улице хотя бы? Ну, я думаю, что не в 40 надо это делать, лет 18. В 40 это вообще, по-моему, очень мало реально сделать. Можно, конечно, но сильно зависит от того, какие исходные данные у данной семьи. Да? Что у нас, какие паттерны поведения у нас были до этого, какие модели. Это все всегда индивидуально очень обсуждается. Поэтому некоторые семьи детей не отпускают. Это очень важно для сохранения семьи. А некоторые говорят, вперед. Из песни, да? Из песни. 18 лет через 3, 2, 1. До свидания. Чемоданчик, да? Ну, а с какого возраста тогда начинать уже беседы про ту самую самостоятельную жизнь? Но тут при этом вопрос-то сложный, потому что это же не только сепарироваться должен ребенок, опять же, мы сказали, родители тоже должны этот процесс какой-то пройти. И вот да, с какого возраста
ребенка Готовить уже. начинать, готовить этот процесс, и что с каждой стороны, со стороны ребенка и родителя должно происходить, чтобы этот процесс, ну, идеального не бывает, у всех все равно свои как бы будут нюансы и так далее, но вот достаточно конструктивно и правильно прошел процесс сепарации. С 3 лет. С 3 лет начинается. Ну, фактически у нас первый кризис самостоятельности 3-4 года, и когда родитель позволяет ребенку проявлять эту самостоятельность, мы начинаем ребенка учить ответственности. И когда мы его учим ответственности, тогда мы его, в принципе, создаем ему условия для адекватной сепарации, при которых, как вы изначально и сказали, у нас хорошие отношения, мы близки, но при этом мы друг от друга не очень зависимы. Это неплохо. Ну вот вы уже упомянули, Алена, о том, что зачастую это имеет такую некую финансовую подоплеку, да, ну вот когда дети продолжают жить, потому что нет квартиры, нет самостоятельности, нет заработка, да. Ну а хорошо ли вообще помогать взрослым детям финансами? Да я думаю, что, конечно, хорошо. А что в этом плохого? Тут вопрос в том, еще раз, какие исходные данные, что там происходит. Являются ли деньги действительно помощью или формой общения и манипуляции? И если это форма общения и манипуляции, наверное, да, у этого все-таки отрицательная коннотация. А если помочь, то почему бы не помочь? К кому ребенок еще пойдет, кроме как к родителю? Ну да. Ну а тогда другой вопрос, да, как все-таки мы понимаем, что мы живем в таком обществе, в котором, ну, принято как минимум с уважением относиться к старшим, мы, в принципе, уважаем старшее мнение и так далее, а в какой-то степени, в какие-то периоды это прям мнение старших было истинной и непоколебимой. Вот как вообще научиться говорить «нет» родителям, опять же, с точки зрения развития своей самостоятельности. Самостоятельность — это, опять же, свое мнение и ответственность за это мнение. Мне хочется сказать, сходить к психологу, проработайте эту тему, да, традиционно. Но на самом деле начинать понимать, что ты хочешь. Именно ты, именно в своей жизни. И родителям совершенно можно сказать «нет», причем, мне кажется, им как раз «нет» говорить-то безопаснее всего, потому что родители нас будут любить, безусловно, всю нашу жизнь. Но почему-то страшнее всего именно с ними это обсуждать. Ну вот, научиться это делать можно. Ну, потому что, мне кажется, родители могут не всегда согласиться с мнением особенно. Конечно, но имеют право, у них есть свое мнение. И здесь мы про ассертивность с вами говорим. Это когда мы отстаиваем наше мнение, при этом не попираем мнение другого человека. Не обязательно спорить. Ну, да. Да, вот. Но и здесь тоже возникает следующий вопрос, да, а как же определить, вот где та обыкновенная забота родителя к ребенку, да, а где вот удушающая, контролирующая, от которой нужно, допустим, как-то вот сказать «нет, не надо, я хочу по-другому». У нас есть эмоциональный фон, да, у нас есть эмоции. Вот если у нас эмоции отрицательные при столкновении с каким-либо человеком, значит, наверное, что-то там не так. И поэтому, если я чувствую, что меня мама душит, наверное, мне не кажется, наверное, она действительно меня душит. И здесь важно научиться разговаривать и объяснять про то, что я не собираюсь бросать тебя, мам, я с тобой буду всегда. Ну просто давай немножечко как-то так вот, ты мне дашь воздуху побольше. А другой вопрос тогда. Мы сейчас больше все-таки ушли как будто бы в историю, когда, ну то есть ребенок, да, вот как бы не сепарируется. А что, ну нет, наоборот, сейчас вот мы затронули как раз, когда родители не сепарируются, а что, если ребенок не сепарируется? Ну, это действительно в последнее время очень часто встречается, потому что у нас два кризиса подросткового возраста. Это кризис независимости и зависимости. И вот как раз кризис зависимости сейчас гораздо больше. Это про то, что мы с нашим детям дали по максимуму все, что могли, и когда они выходят в этот мир, они его боятся. И они его не готовы принимать. И поэтому они такие: не-не-не, мамочка, я на все готов, и полы помыть, и все, только вот, пожалуйста, вот можно я рядом с тобой побуду. Здесь это сложный момент, и здесь тогда работает мама уже над тем, чтобы помочь ребенку сепарироваться, потому что ребенок на самом деле не очень готов к этому. А вот то, что мы все много-много дали, потом страшно выходить в мир, то, что, в принципе, элементарного нет понимания, как то или иное добывать и тому подобное. У нас очень часто просто элементарные бытовые вещи дети не знают. Ну, просто как-то про это речь не шла, как будто бы само собой разумеющееся. И опять же, это же не про то, что родители ужасные, а про то, что некогда было. Надо было время, деньги зарабатывать, обеспечивать. Так. Ну, это, по-моему, всегда Конечно. тут существует и будет. А лучший возраст для сепарации — это вот студенческие годы, когда вроде бы ушел учиться и периодически приходишь на выходные поесть, поспать, да? Я думаю, что да. Студенческие, но у нас не зря совершеннолетие 18 лет. Понятно, что мы все равно там где-то какое-то время за нашими детьми следим, но тем не менее, да, уже хорошее время для этого. Понятно. Ну, как бы у меня вот как будто вопросов нет впервые, что-то так все хорошо обсудили. Нет, а наихудший вариант, вот, допустим, если прожил всю жизнь, и вот, я не знаю, но уже под старость лет
хочешь как-то оторваться. Это сложный процесс? Или Конечно, это всегда сложный процесс. Вообще любая привычка, даже отрицательная, избавление, да, или изменение этой привычки является сложным очень процессом. И это действительно, это те самые истории, когда там, ты прожил с мамой 60 лет, и вдруг ты один. И что дальше делать с этим? Это бывает очень сложно и тяжело, но не невозможно. Но в целом, чем дольше ты уже проживаешь, тем сложнее. Ну, конечно, это же самые близкие, родные люди. Как можно оторваться, взять просто и такой, все. Все, Не, ну с вот сегодняшнего дня вот, нет. Вот так все никто не отрывается. Мы все-таки больше, да, говорим про вот самостоятельное понимание, что не всегда у детей есть понимание, что родитель отдельный человек, не всегда у родителей есть понимание, что ребенок это отдельный можно человек. обратиться к психологу, который как постарается помочь? Тут просто вся ситуация в том, что в сепарации очень часто самому термину дают такой отрицательный момент, да, вот эти не хотят, те не могут и так далее. Слушайте, это все естественные процессы жизни, надо разбираться индивидуально. Нужно разговаривать. Алена, спасибо большое еще раз за очередную интересную беседу в нашем Спасибо. эфире. Желаем вам успехов, хорошего дня. И вам, дорогие зрители, тоже желаем отличного настроения. Если появилась какая-то пища для размышлений, поразмышляйте и найдите для себя правильные выводы. Ну а мы с вами увидимся уже завтра в 7:00 на телеканале Якутия-24. Всем доброго утра!